Культура поведения, воспитания в семье и вообще этикет осетина, который мы называем мордал, он должен действовать и сейчас. И как бы есть водители, которые придерживаются каких-то морально-этических правил осетин. Сегодня это есть, когда водитель останавливается, пропускает, но в то же самое время есть водители, которые в соседней колонне начинают вылетать, и когда водитель пропускает девушку, например, ну неважно, родителя какого-то с ребенком, то может сбить. Я считаю, что не все так гладко. Вот если общественность возьмет на себя те моменты, которые не может себе позволить, например, сотрудник ГИБДД, многие государственные структуры не могут себе позволить каких-то в сферу законодательства, какие-то моменты, а простые граждане, общественники могут позволить себе многие вещи и в интернете, и вообще к воспитанию населения. И то, о чем мы говорим, там восстановление, реконструкция кодекса поведенческого, это в крови у людей. И в каждой нации это есть. И нужно просто затронуть эти струнки с помощью социальной рекламы, с помощью каких-то мероприятий, общественных организаций. Нужно затрагивать именно эту тему, потому что это один из таких факторов, который может сподвигнуть население вести себя этично, скажем. Хочу обратить внимание еще и на такие вещи, парадоксальные, смешные моменты, когда мы становимся посмешищем в глазах соседних республик, когда уже создаются такие анекдоты, что в Осетии не включают поворотники только потому, что лампочки очень дешевые, то есть очень дорогие, их накладно покупать. Когда водитель думает, что он включает поворотник только для автомобилистов, для водителей, он ошибается. Это и для пешеходов, потому что многие пешеходы ориентируются по тому, как водитель себя ведет, и попадают в очень сложные ситуации. Сами же пешеходы нарушают, это тоже относится к этике, манера поведения. Да, как думает, так и идет. У нас погибает на дорогах больше, чем во время войны. У нас погибло за последнее время больше людей, чем в Беслане. Нация сама себя уничтожает, получается. И я скажу, скажем, об осетинах. Погибают в основном осетины. Я не знаю, в чем проблема. Это может быть бесстрашие какое-то глупое. Но я считаю, что это очень глупо. Доходит до того, что чтобы от человека избавиться, стоит подарить ему машину.